Песчаные пляжи, ласковое море и 2 недели безмятежного отдыха вдали от повседневных забот и суеты. Иван Иванович Долгин прикупил себе путевочку в Египет и уже спешит в аэропорт. Мысленно плескаясь в Красном море и изучая древние пирамиды, Иван Иванович сдает багаж, проходит паспортный контроль и направляется к последнему пункту проверки. Несколько минут ожидания, но вместо привычного «все в порядке, приятного полета» наш турист получает неожиданный ответ. В соответствии с российским законодательством вам ограничен выезд из Российской Федерации службы судебных приставов. Для выяснения деталей рекомендую вам обратиться в службу судебных приставов по городу Сыктывкару. И тут Иван Иванович вспомнил, как не оплатил штраф в размере 300 рублей. Благо, до посадки еще час, и где-то неподалеку он видел банкомат. С такими мыслями герой помчался оплачивать долг. Дело сделано, штраф оплачен, и теперь Иван Иванович наконец сядет в самолет и полетит навстречу солнцу. Но тут снова преграждает ему путь и рекомендует отправиться за разъяснением в службу судебных приставов. Делать нечего, придется ехать. Здравствуйте, я ничего не понимаю. У меня самолет стоит. Я должен сейчас улететь, и меня почему-то не пускают. Я оплатил долги. Подобные вопросы нерасторопные туристы задают в кабинетах судебных приставов довольно часто. Да, действительно, у вас был долг, и я вижу, что вы его оплатили. Однако сегодня вы полететь никуда не сможете, так как ограничение снимается в течение 10 дней. А как же путевка? К сожалению, в этом вопросе я вам ничем помочь не могу. Вот так, из-за неоплаченного вовремя штрафа Иван Иванович Долгин не смог улететь на курорт, а теплый песок и голубое море так и остались лишь мечтами. Позаботьтесь о своем благополучии заранее, оплатите долги вовремя.